Китайский международный новостной телеканал СГТН опубликовал документальный фильм о школах, называемых «домами ангелов», которые китайские власти открыли для детей уйгуров и других тюрков, находящихся в лагерях перевоспитания. Данные, полученные из этих учреждений, показывают, что Китай лжет международному сообществу. Bitter Winter опубликовала историю 9-летней Гульнар, рассказавшей о состоянии детей, которые находятся в этих центрах, расположенных на западе Восточного Туркестана. Девочка рассказала, что ее привезли в это учреждение после того, как ее родители были заключены в концлагерь. Согласно информации, предоставленной инструктором школы-интерната для Bitter Winter, ученики нередко страдают от насилия и жестокого обращения, их питание скудно, большинство из них страдает от психологических расстройств, мыло и зубную пасту им выдают каждые 6 месяцев, нет горячей воды, из-за отсутствия гигиены и сменной формы у большинства детей появились вши. Американские сенаторы подготовили законопроект, запрещающий импорт продукции, произведенной узниками концентрационных лагерей, расположенных в Восточном Туркестане. На основании законопроекта, который был представлен большинством сенаторов от демократов и республиканцев, было предложено запретить ввоз товаров, произведенных жителями уйгурского региона, которых китайское правительство эксплуатирует в качестве дешевой рабочей силы. Сопредседатель китайской комиссии в Конгрессе США сенатор-демократ Джим МакГоверн представил доклад о принудительном труде в Китае. Было отмечено, что в основном экспортно-ориентированное производство осуществлялось узниками из Восточного Туркестана. Марко Рубио подчеркнул, что правительство вынуждено считать всю продукцию, ввозимую из уйгурского региона, произведенной трудовыми узниками. Британские ученые заявили, что масштабы эпидемии могли быть меньше, если бы Китай предпринял своевременные меры по борьбе с коронавирусом. Согласно статье газеты Guardian, исследователи из университета Саутгемптона изучили сценарии распространения китайской модели вируса при помощи разработанной ими программы по изучению движения человека и возникновения болезней. Исследование показало, что распространение вируса могло бы быть на 66% меньше, если бы меры были приняты недели ранее, или на 95% в случае принятия мер 3 неделями ранее. Это подтверждает важность быстрых действий по борьбе с эпидемией. Ученые отметили, что число случаев может быть в 67 раз больше, если не будет введен карантин, ограничены поездки и приняты меры в области здравоохранения. В случае позднего реагирования количество инфицированных может увеличиться в 18 раз. Эпидемия коронавируса, вспыхнувшая в китайском городе Ухань, распространяется по всему миру. Больше всего вирус набирает силу в странах Европы. Вчера в Италии было зафиксировано 189 случаев коронавируса с летальным исходом. Количество итальянцев, инфицированных COVID-19, достигло 15 113. В Иране погибло 429 человек. Число случаев увеличилось на 1075 и превысило 10 тысяч. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф объявил о нехватке медикаментов и оборудования для борьбы с COVID-19. В Турции, где был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, начиная с 16 марта сроком на 3 недели будут закрыты начальные и средние школы, а также все высшие учебные заведения. Также стало известно, что тест супруги премьер-министра Канады оказался положительным. В целях предосторожности Джастин Трюдо, его супруга Софи Грегори и их дети будут содержаться в карантине в течение 14 дней. Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса на территории США Дональд Трамп сообщил, что ввел запрет на поездки в США из Европы сроком на 30 дней. Обращаясь к американскому народу из овального кабинета, Трамп обвинил Европейский Союз в том, что он недостаточно мобилен по вопросу принятия необходимых мер для предотвращения распространения вируса. Напомнив об аналогичном запрете в отношении Китая, Трамп подчеркнул, что такие же ограничения коснутся всех стран Европы, за исключением Англии и Турции.